Проблемы крымских татар от Советского Союза до наших дней. Об истории коренного народа Крыма говорили в Киеве в одном из магазинов «Книгарні». Послушать пришло немало желающих. В зале не было свободных мест. Детали в сюжете. Кримська тема на слуху, але я думаю, що говорити потрібно ще і ще. Зараз знову є приводи для цього. Кожного дня, наприкінці лютого, до середини, навіть до кінця березня, ми маємо річниці дуже важливих кримських подій. И крымская тема не перестає бути актуальной. Крымские татары подвергались репрессиям и гонениям еще во время первого захвата Крыма России в 1783 году. Однако апогеем произвола чужой власти на полуострове стала депортация 1944-го. Крымский историк Гульнара Бекирова в своем выступлении сосредоточилась на проблемах крымских татар во времена Советского Союза. Ведь если бы крымские татары были возвращены на родину в 1956-1957 годах, как это случилось с другими депортированными народами, я уверена на 100%. Во-первых, они бы уже благополучно интегрировались в украинскую реальность, потому что в 1954 году, как известно, Крым перешел в состав Украины. Это было вполне законно, это было логично, и в хозяйственном отношении Крым действительно нуждался в Украине. Говорили и об украинском Крыме. По мнению экспертов, с 1991 по 2013 власти Украины на Крым и крымских татар обращали внимание только тогда, когда возникал конфликт. Увага центральної влади на те, що відбувається в Криму, в тому числі і в контексті міжнаціональних стосунків, відбувалась виключно після певного роду загострень. Завжди Україна і різного роду українські політики, як правило, віддавали на відкуп більшості. Більшість – це російськомовні, російськокультурні, власне, просто етнічні росіяни. Эксперт Наталья Белицер анализировала настоящее. По ее мнению, попытки запретить деятельность Меджлиса на полуострове – это усиление давления на мусульман Крыма. Це зайвий виток конфронтації Росії з усім цивілізованим світом. Фактичних механізмів заборонити Меджліс не існує, бо він офіційно не зареєстрований. В нього не можна, як у АТР, відібрати ліцензію, не можна скасувати якийсь документ. І тому це якась така, не зовсім юридична, чиста акція. Послушать собралось немало киевлян и вынужденных переселенцев. Семья Швец пришла целой семьей. Переехали в столицу после аннексии. Говорят, хотят больше узнать об истории крымских татар. С татарами связаны, потому что учились с ними, жили с ними, дружили с самого детства, да, в одном поселке, соседи. И у нас был такой момент, точнее в детстве, случился пожар. Мой старший брат поджег поселок и спасали татары. То есть наши все поубегали, по домам попрятались. Да, а старший брат там с двоюродной сестрой в огне были. Вот. И только татары тушили. Организаторы признаются, такого количества людей не ожидали и обещают, это не последнее мероприятие, посвященное крымским татарам. Наталья Калинка, Эльдар Исматов, Заман, АТР.